Один из районов Южной Якутии, Алекминский район, издавна славится своей красивой природой и богатством своих недр. В этом районе, в селе Тяня, который стоит на берегу речки с тем же названием, проживают эвенки, которые занимаются охотничьим промыслом и оленеводством. До Тяни, который находится далеко от районного центра, что летом, что зимой добираться сложно. Но тем не менее именно здесь прошли дни Ассоциации эвенков Якутии. Это мероприятие было связано с реализацией проекта по сохранению и развитию эвенкийского языка «Языковое гнездо», который работает уже 2 года при поддержке золотодобывающей компании «Нордголд». В таких отдаленных небольших селах, как Тяня, центром общественной жизни является школа, которая здесь носит имя прославленного земляка, знаменитого снайпера, героя Советского Союза Ивана Николаевича Кульбертинова. Именно в этой школе и прошли мероприятия Дней Ассоциации. В составе делегации этих дней были члены Ассоциации эвенков Республики, гости из города Якутска, Алданского, Нерингринского районов, представители компании «Нордголд», сотрудники Национальной вещательной компании «Саха». Благодаря компании смогли воплотить в селе идею реализации такого проекта, который охватывал бы детей дошкольного, школьного возрастов и взрослое население. В рамках языкового гнезда также проводится семейный конкурс династий на знание эвенкийского языка, также конкурс семейных династий Мутни-Дюганмун. Мы рады приветствовать вас на нашем конкурсе среди семейных династий Тянского национального эвенкийского наследия Мутни-Дюганмун. Гори очаг, не затухай огонь, храни тепло души, семьи и дома. Таким законом предки наши жили и завещали через века хранить огонь родного очага. Семья – это наш с вами очаг, в котором горит огонек надежды. И чтобы он не погас и нам всегда было где отогреться, нужно его поддерживать и делать свой личный вклад в виде безусловной любви, терпения, уважения и понимания. Ведь хорошая и крепкая семья – это наше с вами истинное богатство. Для ребенка семья – это оберег, кладовая знаний и трамплин во взрослую жизнь. А для нас с вами, для взрослых, это маленький и тихий, но уютный островок, где можно затаиться на время, набраться сил и зарядиться положительной энергией. Итак, мы начинаем наш конкурс Мутни-Дюганмун. В нашем конкурсе сегодня принимают участие 6 семей нашего наследия. Семьи представят перед вами красоту культуры эвенкийского народа путем демонстрации оригинальности традиций, обычаев и костюмов. Разрешите перед тем, как начать, представить вам наше компетентное жюри. Анна Вячеславовна, заместитель директора по воспитательной работе Енгринской средней школы имени Васильевич. Колесова Туяна Владимировна, учитель географии Енгринской средней школы имени Васильевич. Ушницкая Наталья Юрьевна, кандидат филологических наук, научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Саран. Илларионова Туяра Иннокентьевна, менеджер по корпоративным коммуникациям и корпоративной социальной ответственности компании «Нордголд». Итак, первые участники – семья Николаевых, Ольги Спиридоновны и Ильи Прокопьевича.
приглашается семья Николаевых, Натальи Валерьевны и Михаила Иннокентьевича из рода Мамагер. Менду матал, менду тәне туннатун эвенкел бит. Içerik darabı, bu met Kergenin Николаевых бит, тадок тагел родичел на наберел. Мот Heken Егор Лукиш бine тадуктот Матрёна Андреевна Худачев Бери. Мот Кергенду Думна Бир Бегин Илан Худачи Мине Эденин Николаев Михаил Иннокентьевич община тяне долг орор долг стада до хавалик таду наби хавалик жаннав дар эхкан эдел хавалик эре минни худадин мамонки хамарча тадукна юр Унак де Синильга Бега. Минни Горбис Николаев Михаил. Боротба Ильичем община тянату таду Бултака. Встречайте, семья Зоринов, Аграфены Степановны и Дмитрия Александровича из рода Мамагер. Из рода Метакар. Тонат, аяврил гиркел, аяврил матал. Митту джугандумин надан байлбихе би. Эде Борис Владимирович тадук тунга худалби. Мини Горбив Трынкина Сардана Афанасьевна би таканми Чакагир. Мини амтыл тәнеле Забайкалье дук, тадук Амурской область тук амечал. Би тәне кулисекду Балдыча. Тунни Дылачакан, Нюкун, Тунни Хунадев, Арафина Олгучакал. Мини Горбив Габушева Рафина Ая. Би дянджур ананиши бихим. Тәне дулукутат китту нюни класса алагулдям. Bu upkat tabi dikteve, himikteve, igalikteve tablajave. Allah mideve ayabunlarab. İçeriyildu, doldu içeriyildu, kadede. Приглашаем на сцену семью Шарабонина, Семена Ивановича и Любовь Александровну. Марфу Васильевну и Андрея Анатольевича. Встречайте. Менду аяврил матал таду жюри. Минни Горбивка Васильевна. Менду иланьян надан алгани. Тәнемеке станцияду хавалдям. Эдүчи бихим
Гербин Габышев Андрей Анатольевич, Минни Дюган Хэдды, Илам Кунадик, Таткету Тачаран, Умукон Сома Оногичан. Минни Габышев Андрей Анатольевич, Тадук Джуба Бодя. Менду Гебкин, Минни Габив Габыша Вана, Менду Надан Аннани, Умут Класс Тутачан. Адок Малёнду Тени Гусерду Бидем Би, Они Одави, Эви, Деви, Эвиштедеви, Аявумна. Минни Габив Габыша Арина, Минни Дянам Аннани Бихим, Би Тунни Класто Лагувдем, Би Эленгечин Иридеви Сота Ямна. Минни Гербев Габыша Валяна Андреевна, Би Дяндюр Аннани Чибием, Тайна Долгутат Китту Нюни Класто Алагувдем, Книга Ватан Деви Иридеви Геркелумна, Эвидеви Аявна. Обновленной традициями и культурой эвенга, выполненный в духе авангарда. Этот образ сочетает яркие этнические мотивы и современные линии, подчеркивая красоту национального наследия и отражая творческое видение современного дизайна. Детали костюмов воплощают символику природы и шаманские орнаменты, характерные для эвентийского искусства. Цветовая палитра, использованная в создании костюма, включает глубокие природные оттенки, ассоциирующие с сибирской тайгой и бескрайними просторами Якутии. В эвенках огонь считается священным духом, покровителем Эне, живым существительным центром домашнего очага. Аграфена Николаева. Вечернее стилизованное эвентийское платье. Они тесно связаны с природой, в основе которого лежит вера в то, что вся природа, растения и животные реки. Современный эвентийский костюм для девочки изготовлен из качественной ровдуги, отличающейся прочностью и легкостью. Жилет представлен свободным силуэтом, декорированным аппликациями, символизирующими природные мотивы севера. Наряд дополнен шортами из ровдуги, украшенным эвентийским орнаментом и мягкими сапожками курумо из ровдуги. Этот наряд сочетает в себе традиционный северный колорит и современный стиль. Отличается своей мягкостью, шелковистым блеском меха и идеально подходит для холодной зимы. Элегантный дизайн с традиционным эвентийским орнаментом, подчеркивающим уникальность и культурное наследие народов Севера. Шапка и рукавицы выполнены из плотной ткани, украшены декоративными элементами из бисера, придающими изделиям особый шарм. Высокие унты курумо – традиционная эвентийская обувь. Такой комплект станет прекрасным выбором для тех, кто ценит качество, красоту и уважение к традициям коренных жителей Севера. Этот комплект сохранил в себе тепло рук талантливой народной умелицы, бабушки Елены Степановны. Вечерние наряды украшены ожерельем из рогов благородного оленя и дополнены ремнем с подвесками из оленьих копыт. Такое сочетание натуральных материалов и традиционных техник придает костюмам особую энергетику и подчеркивает связь с природой и культурой предков. Еще раз ваши бурные аплодисменты нашим участникам.
прекрасно показали и поняли, что проект «Языковое гнездо» приносит свои плоды. И мне очень хорошо с вами вместе сельетяне работать, поэтому я всем благодарен. И мы сегодня специальные призы. Все участники конкурса продемонстрировали знание родного языка и национальных традиций, проявили артистизм и творческий талант. По итогам конкурса семейных династий обладателем главного приза снегохода от компании «Нордголд» стала многодетная семья Габышевых Марфы Васильевны и Андрея Анатольевича. Кстати, в прошлом году до первого места им не хватило нескольких баллов, но нынче семья Габышевых подготовилась основательно и добилась желаемого результата. Мы очень готовились заранее, уже знали, что в следующем году будет такой же конкурс, поэтому мы уже заранее все готовились, дети тоже знали, поэтому дома тоже понемножку разговариваю по-венгерски. Я сама работаю метеорологом метеостанции, сейчас по уходу. Мы очень рады, что выиграли в этом конкурсе. На втором семья Натальи Валерьевны и Михаила Иннокентьевича Николаевых. На третьем Сардана Афанасьевны и Бориса Владимировича Габышевых. Также вручается сертификат на бытовую технику в размере 80 тысяч рублей. А я Тетычил. Это семья Зориных, Аграфены Степановны и Дмитрия Александровича. Также вручается сертификат на 40 тысяч рублей ДНС и статуэтка. Спасибо семье Зориных за такой интересный, особенно нам понравился номер «Дружба народов», да? И грузин, самое главное, грузин понравился. Очень был такой колоритный грузин. Следующая номинация «Люгалден Евгедичо». Будущее поколение наше воспитывающее. Это семья Шарабориных, Любовь Александровна и Семен Ивановича. Вот будущее поколение воспитываете Серафима в наших авентийских традициях. Подводя итоги конкурса, руководитель проекта «Языковое гнездо» Мария Дьяконова отметила: вот этот проект «Языковое гнездо» Видеумок в Тянском национальном наследии у нас в этом году уже идет второй год. Конкурс – один из этапов этого проекта. Внутри этого проекта заложено несколько мероприятий. Это получается у нас обучение непосредственно эвентийскому языку в 3 группах дошкольников, школьников и взрослых. Следующее у нас мероприятие – это семейный конкурс, где очень хороший призовой фонд. И есть выезды, где дети Тянской школы могут попробовать себя в соревновательных таких олимпиадных, пробовать свои силы, знания венгерского языка на международной олимпиаде, которая проводится в городе Благовещенск. Семьи, что в прошлом году выступали, что здесь почти одни и те же семьи, которые, я думаю, что болеют и радеют за эвентийский язык. Их дети принимают активное участие. В рамках проекта у нас все равно, надо сказать, что наш проект пионерный. У эвенков нет еще такого проекта. Благодаря компании «Нордголд», при их поддержке у нас осуществляется этот проект, при их финансовой поддержке прежде всего. Программа рассчитана на 3 года, и мы будем уже
иметь результаты. Да, проведем мониторинг в конце 3-го года. Также посмотрим, чему дети научились. Но прежде всего наша задача и цель для того, чтобы дети научились разговорной речи. Прежде всего разговорной и венгерской речи, чтобы дети слышали эту речь, чтобы говорили на нем свободно и спокойно. В следующем году конкурс должен быть лучше и эффективнее, чтобы сохранить творческий талант. Когда меня пригласили быть членом жюри семейного конкурса, съездить в село Тянин, дорога-то далекая, я как-то решила, а почему бы и нет, посмотреть новые земли, как вообще здесь изучается и как знают венгерский язык. Конкурс прошел довольно, не скажу, на высоком уровне, да. Семьи готовились. Венгерская речь прозвучала, было понятно что-то. Конечно, хотелось бы, чтобы семьи показали еще лучше себя в прекрасном одеянии, красоте, все творчество свое показали. Что мне не хватило, это яркости такой хорошей венгерской речи вот в этом плане. Важно помнить историю своих предков, изучать традиции и обычаи и передавать их молодому поколению. Это помогает сохранить уникальность народа и делает нас сильнее.